нельзя сказать, что у сегодняшних детей чего-то нет. У них есть все, даже больше. Но не у всех, конечно. Это есть все необходимое для ребенка, дать ему счастливое детство, дать ему развлечения, дать ему какие-то увлечения, занятия, купить что-то интересное, игрушки, хорошо накормить, хорошо одеть. Могут, естественно, не все родители в нашей стране, к сожалению. Не у всех хватает на это средств. Но я не скажу, чтобы мы были вот в своем детстве обеспечены всем тем, что, например, чего-то сейчас нет. Просто у нас было больше времени, наверное, гулять на улице, общаться с друзьями. Мы не имели вот этих гаджетов, телефонов, у нас были совсем другие игры. Но мы тоже были счастливы. Но знаете, таджикскому языку учиться в наше время было гораздо легче. Потому что мы изучали язык Айни, язык Турсунзаде. А то, что сейчас изучают наши дети, это сплошной кошмар. Это невозможно выговорить некоторые слова. Дети плачут просто. Они не могут... Вот русскоязычный ребенок, он не может пересказ... Без слез он не может этот пересказ сделать. Вот если он стих заучивает наизусть, еще по зубрежке как-то может заучить стих, упражнение переписать, перевод сделать он как-то может со словарем, но вот чтобы пересказ, например, какого-то рассказа из учебника, ну, очень тяжело дается. Поэтому давным-давно уже нужно пересмотреть программу обучения не только государственному языку, но и, наверное, всем предметам, которые сейчас в школе преподаются, потому что программы настолько устарели и настолько многие бесполезные. Нужно больше учить навыкам жизненным, которые детям пригодятся, а не тем каким-то знаниям, которые можно спокойно сейчас, век технологий, прогуглить и найти. Животные – это такие же живые существа. Они, извините, иной раз лучше людей. Потому что они не способны на предательство, они не способны сделать кому-то плохо, они не способны на интриги. Они живут в нашем городе и подвергаются постоянному битью, издевательствам со стороны людей, взрослых. Когда мама говорит «Эй, чакаш нашау, харома», конечно, ребенок будет относиться потом так, как его научили родители. Почему я вот в кишлаках такого не вижу? Почему в кишлаках относятся к собакам, кошкам очень даже хорошо? Они их помощники, они тоже их как члены семьи. А у нас в городе как будто сплошное, я не знаю, живодерство. Да, обо всем подряд. Мысли лезут разные. И вспоминаю и то, что было, и вспоминаю то, что могло быть, и вспоминаю и отношения, и в семье, и с близкими, и на работе, и ну, все что угодно. Когда начинаешь копаться в себе, это просто что-то ужасное. Киме? Фикраме гапино друсас. وقتی که زن کارخانه خودش دارد، وقتی که زن مادر است، эгоист شدنش ممکن نیست. Не то, что мумкин نیست, она не может быть эгоистом, потому что ей постоянно нужно думать о ком-то, о людях, с которыми она работает, которым дает работу, о своих детях, о своей семье, о своей матери, о своих близких. Поэтому, ну, это совершенно неверное. Я могу спокойно общаться на таджикском языке вот с любым, например, вот выйду, вот охранник сидит, я могу с ним встать, поговорить там на таджикском языке, да, потому что я знаю, что он на таджикском говорит лучше, да,
Хотя он знает русский язык. Но таджикский его привычный язык, и я с ним говорю на таджикском, да. Вот с вами я говорю на таджикском, да, всегда, потому что знаю, что вам лучше говорить на таджикском. Ну, вот, например, Нукра наша, да, она тоже знает таджикский, но русский она знает лучше. С ней мы говорим на русском. То есть, ну, я не думаю, что сейчас должны быть какие-то вот, ну, я не знаю, какие-то обсуждения вокруг языка. Человек может общаться на любом нравящемся ему языке, да, и особенно в столице. Добрый день, меня зовут Гульнора Мишоева, я являюсь главным редактором газеты «Вечерка». И сегодня я была в гостях у радио Ватан на программе «Пресс-клуб». Слушайте эту программу по субботам и воскресеньям.